Здравствуйте, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Туэр Пиров. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью ознакомления с условиями жизни населения, ходом работ по созиданию и благоустройству, сдачи в эксплуатацию ряда объектов различного назначения, ознакомления с деятельностью дехканских хозяйств, встреч и бесед с жителями, прибыл в Сагдийскую область. Рабочая поездка президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, началась с Айнинского района. 28 июля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью ознакомления с условиями жизни населения, ходом работ по созиданию и благоустройству, сдачи в эксплуатацию ряда объектов различного назначения, ознакомления с деятельностью дехканских хозяйств, встреч и бесед с жителями, прибыл в Сагдийскую область. Рабочая поездка президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, началась с Айнинского района. В селении Анзоб Айнинского района лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, встретил руководство Сагдийской области, местного исполнительного органа государственной власти, охваченные чувством благодарности и воспевающие единство представители общественности района. В селении Анзоб Айнинского района с участием президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сдана в эксплуатацию новая современная школа-интернат, построенная со всеми необходимыми условиями для обучения и воспитания детей, оснащена общежитием и другими вспомогательными объектами при среднем общеобразовательном учреждении номер 22. Это образовательное учреждение, не имеющее в районе аналогов с точки зрения архитектуры и строительства, современных возможностей и условий для образования и воспитания, создано в рамках непосредственных указаний и поручений главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона. В нем учеба и воспитание будут охвачены дети и подростки школьного возраста селения Анзоб и Ягнобской долины. Строительные работы в общежитии школы-интерната были начаты в августе 2018 года. Оно состоит из 4 этажей, и в нем имеется просторная столовая, библиотека с большим количеством художественной литературы, шахматные и компьютерные классы, мастерские для девочек и мальчиков, оснащенные всем необходимым спальни, кабинеты для самостоятельных занятий, медицинский пункт, гладильная комната, просторный спортивный зал и другие вспомогательные объекты. 2 мастерские, оснащенные современным оборудованием и станками, могут сыграть важную роль в освоении мальчиками и девочками селения Анзоб и Ягнобской долины различных профессий. В этих мастерских девочки будут обучаться швейному делу, а мальчики – плотницкому и кузнечному делу. Общежитие школы-интерната при среднем общеобразовательном учреждении номер 22 в целом рассчитано на 110 человек. В ходе ознакомления глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, призвал воспитанников этого образовательного учреждения в условиях масштабного развития в мире с учетом развития науки и техники придавать серьезное значение освоению знаний, чтобы в будущем в качестве высококвалифицированных специалистов вносить достойный вклад в благоустройство и развитие независимого Таджикистана. По утверждению лидера нации, основной целью правительства Республики Таджикистан при создании современных образовательных учреждений во всех городах и районах является охват подростков и молодежи правильным и отвечающим международным стандартам образованием и воспитанием. Было отмечено, что открытие новой школы-интерната, которое пришлось в канун празднования 30-й годовщины государственной независимости, является ценным подарком для учащихся, а учителя и воспитатели призваны с использованием хороших условий в этом учреждении уделять большее внимание уровню и качеству образования и воспитания подрастающего поколения. Все классы в школе-интернате оснащены самыми передовыми технологиями и современными учебными пособиями, такими как электронные доски и компьютеры. Спортивный зал, предназначенный для различных занятий и тренировок, будет играть ключевую роль прежде всего в деле утверждения здорового образа жизни среди школьников и подготовки будущих спортсменов. В школе-интернате также сдана в эксплуатацию котельная с современным угольным оборудованием. В зимний период посредством этой котельной все объекты школы-интерната будут снабжаться теплом. Воспитанники школы-интерната выразили благодарность главе государства, уважаемому Эмомали Рахмону, за создание таких достойных условий для образования и воспитания. Наряду с созданием школы-интерната в сельском джамуате Анзоб также капитально отремонтировано здание среднего общеобразовательного учреждения номер 22, в котором созданы современные условия для освоения учащимися знаний и наук. Учителя сообщили, что здание среднего общеобразовательного учреждения было построено в 1985 году и в последнее время имело плачевное состояние.
начиная с нового учебного года, школьники в этом образовательном учреждении будут охвачены учебой в просторных и оснащенных необходимым оборудованием классах. Учебный корпус школы состоит из 4 этажей и имеет хорошо оборудованные предметные классы, в том числе по химии, биологии, по основам работ с компьютерами, физики, математики, по освоению иностранных языков, по начальной военной подготовке, освоению ремесел, рабочие кабинеты преподавателей. Учебный корпус предназначен на 740 учащихся в 2 смены. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, по доброй традиции вручил подарки 20 круглым сиротам селения Анзоб и 40 подросткам Ягнобской долины Анинского района, которые отныне будут охвачены учебой в этом образовательном учреждении. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что внимание государства и правительства Таджикистана в отношении обучения и воспитания подрастающего поколения, особенно сирот и детей из малообеспеченных семей, с каждым годом возрастает. Принимаются необходимые меры для создания благоприятных условий для их обучения, деятельности и самостоятельной жизни в будущем. В рамках рабочей поездки президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, в Анинский район также сдано в эксплуатацию новое здание родильного дома при Центре здоровья селения Анзоб. Здание родильного дома по непосредственному указанию главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, построено в честь 30-летия государственной независимости и годов развития села, туризма и народных ремесел. Роддом состоит из 5 кабинетов, в том числе приемной, родильной и послеродовой, а также кабинетов для обрезания мальчиков и рабочих кабинетов врачей. Все кабинеты нового роддома оснащены необходимым оборудованием. Стоит отметить, что ранее здесь не было родильного дома. Женщины Ягнобской долины, селения Маргеб, Анзоб и Марзич были вынуждены добираться в поселок Заравшон и центр Анинского района, преодолевая 40-50 километров. В рамках рабочей поездки основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с деятельностью рыбоводческого хозяйства общества с ограниченной ответственностью «Мрамор», а также принял участие в выпуске 30 породистых яков и 200 куропаток в заповедник местности Санги-Кухна, Древний Камень, селения Анзоб Анинского района. В рамках рабочей поездки основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с деятельностью рыбоводческого хозяйства общества с ограниченной ответственностью «Мрамор», принял участие в выпуске 30 породистых яков и 200 куропаток в заповедник местности Санги-Кухна, Древний Камень, селения Анзоб Анинского района. Подчеркнуто, что яководство является одним из низкозатратных и высокодоходных направлений животноводства и высокогорных районах страны считается источником производства экологически чистого мяса и кожи. Яководство в Анинском районе налажено в 2008 году по указанию президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Поголовье яков во всех формах хозяйствования составляет 1085 голов. Было сообщено, что в настоящее время выращиванием яков занимается 12 хозяйств района. Последние годы население также проявляет интерес к развитию этого прибыльного и недорогого сектора. По улучшению породы яков расширяются. Институт животноводства Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана на основе комплексной программы развития сферы животноводства Республики Таджикистан на 2018-2022 годы организовал научно-исследовательскую базу в диханских хозяйствах имени Аслединова и России Анинского района. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, дал конкретные указания и поручения ответственным лицам лесного хозяйства по увеличению поголовья яков и защите редких животных, увеличению площадей под лечебные травы. По утверждению главы государства, природные условия Анинского района, особенно Ягнобской и Фанской долин, очень благоприятны для развития сферы животноводства, в том числе яководства. Таким образом можно обеспечить внутренний рынок диетическим и дешевым мясом. В ходе ознакомления с деятельностью диханского хозяйства общества с ограниченной ответственностью «Мрамор» лидера нации проинформировали о том, что в текущем году в местечке Шабода, селения Анзоб, отечественным предпринимателем Муртазо Косымовым было построено 2 рыбоводческих пруда. Общая площадь прудов составляет 0,35 гектаров. В настоящее время в них выращивают более 5000 особей форели, белого амура и толстолобика.
аэробика. По утверждению хозяйственников, это начинание будет способствовать развитию сферы рыбоводства в стране и обеспечению внутреннего рынка диетическими продуктами. Предприниматели планируют построить здесь еще 10 прудов и довести количество выращиваемой рыбы до 10 тысяч. Предприниматели планируют построить здесь еще 10 прудов и довести количество выращиваемой рыбы до 10 тысяч. В этом благодатном местечке селения Анзоб также планируется создание цеха по упаковке рыбы, что позволит обеспечить рабочими местами местных жителей и увеличить объем производства отечественной продукции. Было отмечено, что до создания прудов хозяйственники на отдельных участках в сотрудничестве с учеными сферы также наладили экспериментальное выращивание других видов рыб и тем самым внесли заметный вклад в развитие этой прибыльной сферы. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку инициативе отечественного предпринимателя и подчеркнул, что таким путем в этом регионе можно расширить экологический туризм, так как ежегодно эту местность посещает множество иностранных и отечественных туристов. Хозяйственники общества с ограниченной ответственностью «Мармар» в местечке Шабуда для обеспечения внутреннего рынка качественным и экологически чистым медом также наладили выращивание пчел. Вдобавок к этому на площади 50 соток земли создали яблоневый сад. В ходе ознакомления с выставкой сельскохозяйственной продукции и народных ремесел было отмечено, что основным занятием жителей селения Анзоб является садоводство и животноводство. Они вносят весомый вклад в изобилие рынка. На выставке представлены разнообразные продукты: молоко, жургот, каймак, топленое масло, сливки, крут, кульча, лепешки и сладкие фрукты. Результат труда жителей этих отдаленных селений страны. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в селении Зеробод Айнинского района сдал в эксплуатацию новое здание среднего общеобразовательного учреждения номер 15. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в селении Зеробод Айнинского района сдал в эксплуатацию новое здание среднего общеобразовательного учреждения номер 15. Здание школы построено на основе указаний и напутствий главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, с привлечением бюджетных средств в соответствии с современными требованиями для создания лучших условий для обучения и воспитания подрастающего поколения. Современное здание образовательного учреждение состоит из подвального помещения и 3 этажей. Оно рассчитано на 640 учащихся в 2 смены. В школе имеется 28 просторных классов, библиотека, рабочие кабинеты для учителей и сотрудников, а также другие вспомогательные помещения. Библиотека учреждения, созданная для привлечения подростков и молодежи к чтению книг, насчитывает 10 тысяч экземпляров различной художественной и технической литературы. При этом для учащихся создан отдельный читальный зал с современным оборудованием. Строительство здания образовательного учреждения было начато в 2016 году. Строительные работы выполнялись с привлечением более 100 специалистов общества с ограниченной ответственностью Таджик Эликцохтмон и завершены в соответствии с существующими стандартами. В ходе ознакомления с условиями, созданными в новом учебном корпусе, президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку уровню и качеству строительных работ и призвал школьников использовать имеющиеся возможности изучать кроме учебные программы, иностранные языки и современные технологии. В рамках целей 20-летия изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования на 2020-2040 годы. В школе более 50 высококвалифицированных и опытных учителей занимаются обучением и воспитанием учащихся. Сдача в эксплуатацию красивого, современного здания с благоприятными условиями для обучения вызвала большую радость и благодарность всех жителей селения Зеробод, так как прежняя школа была построена еще в 1971 году и не отвечала современным требованиям. Для привлечения подростков и молодежи к занятиям различными видами спорта в новом здании среднего общеобразовательного учреждения номер 15 селения Зеробод построен современный спортивный зал на более чем 200 человек. В спортзале созданы благоприятные условия для игр в волейбол, баскетбол, мини-футбол и для занятий другими видами спорта. Ученики и другие жители селения Зеробод теперь имеют возможность воспользоваться условиями, созданными в тренажерном зале этого учреждения для занятий спортом и внесения вклада в пропаганду здорового образа жизни. В школе также есть столовая на более чем 140 мест, где девочки будут приобщаться к кулинарному искусству.
В образовательном учреждении предусмотрен отдельный отопительный пункт, чтобы зимой была возможность для обучения учеников в теплых классах. В этом храме просвещения также созданы отдельные кабинеты трудового обучения для девочек и мальчиков. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, провел теплую и искреннюю беседу с учителями и учащимися, назвал сдачу в эксплуатацию современного образовательного учреждения достойным подарком государства и правительства Республики Таджикистан для славных и трудолюбивых жителей селения Зеробот накануне празднования великой национальной даты – 30-летия государственной независимости. Площадь объекта составляет около 1 гектара, из них площадь более 3700 квадратных метров озеленена и освещена. В Айнинском районе на основе указаний и напутствий главы государства сданы в эксплуатацию 28 новых учебных корпусов с самыми современными образовательными условиями. Процесс обучения школьников находится на качественно новом этапе. В целом, в Айнинском районе осуществляют деятельность 66 общеобразовательных учреждений. Из них 55 являются средними общеобразовательными учреждениями и 11 других – основными общеобразовательными учреждениями. В образовательных учреждениях района учебой и воспитанием охвачен 18 791 ученик, в том числе 9 379 девочек, что на 289 учеников больше, чем в 2019-2020 учебном году. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдачу в эксплуатацию нового здания школы номер 15 селения Зеробот Айнинского района назвал достойным подарком для всех учителей и учеников в год празднования 30-летия годовщины государственной независимости и напутствовал ответственных лиц на воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и национальной гордости. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.